Новости на канале ОНБИР. С вами Яна Зикатамбекова. Здравствуйте. Число погибших в результате крушения турецкого грузового самолета достигло 35 человек. Количество пострадавших возросло с 10 до 15 человек. Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением специалистов. Аэропорт Манас возобновил свою работу. Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Утром аэропорт был закрыт по техническим причинам. Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям и родственникам погибших в результате авиакатастрофы. 17 января объявлено днем траура по погибшим. Подробности смотрите далее. Число пострадавших в результате крушения грузового Боинга 747, принадлежавшей турецкой авиакомпании, продолжает расти. Днем было известно о 31 погибшем. К вечеру спасатели обнаружили еще 9 фрагментов тел. Сотрудники МЧС с родственниками погибших проводят опознание тел. Известно, что самолет летел из Гонконга в Стамбул с промежуточной остановкой в Бишкеке для дозаправки. Однако из-за того, что самолет не вписался в взлетно-посадочную полосу, воздушное судно зацепило дома в дачном поселке, расположенного вблизи аэропорта, и разбилось, повредив более 20 жилых домов. На борту находилось 4 члена экипажа. 3 из них сразу скончались, 4-й умер по дороге в больницу. Подробности катастрофы расскажет наш корреспондент Юлия Палькина. Сначала услышал грохот, а потом позвонили родственники узнать, все ли в порядке, все ли живы, рассказывает очевидец. Другой говорит, тут сразу все загорелось. Однако к 10-11 утра пожар потушен, обломки самолета покрыты инеем и изморозью. И только где-то в районе хвоста что-то тлеет. Но МЧС туда не пускает ни зевак, ни журналистов. Опасно, мол, еще может взорваться топливный бак. У полуразрушенного дома одиноко висят выстиранные вещи. Никто не рассчитывал, что утро начнется с авиакатастрофы. 7-8 домов все убрал, короче. И там мертвый есть, там лежит, короче, нога отдельный, голова отдельный. И все отдельные почти. Село и 2 всего лишь. Медики приехали на место через 35 минут после первого звонка. К 12 утра число погибших уже возросло до 31 человека. При этом, по словам первого вице-премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абулгазиева, часть завалов еще разобрать не удалось. На глазах журналистов скорая увозит в город только что найденного пострадавшего. В другом фургоне проводят опознание погибшего, и принадлежность еще 9 фрагментов тел установить временно не удается. Еще утром здесь были дома, теперь это груда развалин, которые разбирает МЧС. Сюда упал Боинг 747-400, грузовой самолет, следовавший из Гонконга в Стамбул, который унес как минимум 31 жизнь. Большинство из них кыргызские граждане. Деревья, дома, разорванные машины и откинутые в сторону ворота. Вокруг повсюду обломки. Одно из колес шасси залетело прямо в спальню через окно к местному жителю. Он чудом не пострадал. У другого дома снесло только шифер с крыши. Причины же трагедии и падения пока неизвестны, однако диспетчерская служба считает, что дело вовсе не в густом утреннем тумане. Они сказали, что передали, какая видимость, можно ли садиться на наш аэропорт, и все условия позволяют для того, чтобы садиться на самолет. Потому что до этого, ночью, 11 самолетов, и пассажирских самолетов, и грузовых самолетов, они садились, некоторые транзитом улетали в другие места. 4 человека экипажа, остальные местные жители. Такова печальная статистика авиакатастрофы. По словам министра здравоохранения Таланбека Батыр-Алиева, все пострадавшие в шоковом состоянии, часть с тяжелыми травмами. К примеру, около 12 часов дня спасатели извлекли из-под руин мужчину в состоянии клинической смерти и успели его реанимировать. Но неизвестно, сколько еще человек может находиться под завалами. Точных списков жителей просто не существует. Спасибо нашему населению. Сейчас это и Минздрав звонит, и мне звонит. Звонил даже послы некоторых стран, предлагали услуги. Но для спасательной работы и оказания медицинской помощи у нас все достаточно. Однако есть и другая категория граждан. Мародеры пытаются то вещи погибших унести, то останки самолета. Тем самым они мешают спасателям и расследованию. Следователи должны запротоколировать расположение всех обломков – крыльев, хвоста, колес, фрагментов фюзеляжа.
Власти, несмотря на несознательность отдельных граждан, надеются в скором времени выяснить причины произошедшего. Как уверяют представители правительства, заниматься расследованием случившегося будут как местные специалисты, так и представители международных организаций по всем требуемым стандартам. Юлия Палькина, Павел Шланчак, телеканал «Онбир». Министерство здравоохранения республики каждую минуту обновляет информацию о пострадавших. По предварительным данным, пострадали около 15 человек, в том числе и дети в возрасте от 2 до 17 лет. Они доставлены в 3-ю городскую детскую больницу. С ними работают врачи и психологи. У всех пострадавших травмы головы, позвоночника и ожоги разных степеней. На помощь в сборе теплых вещей, лекарств и денег семьям пострадавших откликнулись гражданские активисты и общественные организации, а также посольства и граждане других государств. К примеру, жители Алматы организовали точки сбора помощи пострадавшим. В городе действуют пункты по приему всего необходимого. К нам с утра поступило 6 человек, 6 детей из них. И одна мама, которую фамилия Хватова, ей 30 лет. Состояние, конечно, шок у них. Сейчас психологическая поддержка тоже нужна им. Поэтому, значит, из них 6 детей, в основном поступило все с сотрясением головного мозга. Значит, в основном от 2 лет до 15 лет, самый старший было. Пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших при крушении самолета. Продукты, теплую одежду и деньги можно оставить в кофейнях кофе, находящихся по адресам: проспект Манаса, 9, улица Тагалок-Молдо, во Дворце спорта и на пересечении улиц Шапокова и Токтагула. Кофейни работают ежедневно с 9 до полуночи. Помощь можно приносить в любое время, пароль «Дизель». Желающие помочь также могут обращаться по адресам: улица Усенбаева, 2, редакция газеты «Вечерний Бишкек», с понедельника по четверг с 8 утра до 17:00, а позже 5 вечера в микрорайоне Джал. Предварительно позвонить по телефону 0555 923 565. Рынок Дордой Европа, первый проход, контейнер 151. Магазин Дордой Плаза, первый этаж, бутик Б1. Бульвар Эркиндик, 10, офис Красного полумесяца. В Токмаке принимают гуманитарную помощь по адресу улица Ленина, 385, здание мэрии, первый этаж. Номер горячей линии 031 38 65 111, куратор Зейнеп Ирса. В связи с участившимися случаями мошенничества сообщается, что точки сбора дизеля работают только стационарно. Никаких выездных точек в городе, включая рынки, нет. Центр защиты детей готов принимать детей из пострадавших семей. Там предоставят временное жилье и окажут психологическую помощь. Обращаться по телефонам 0312 45 06 34, 0312 45 07 24. На месте трагедии до сих пор работают спасатели и исследователи, ведутся поисково-спасательные работы. Сообщается, что под завалами домов все еще могут находиться люди. Официальная причина крушения самолета еще не озвучена. По словам вице-премьер-министра Мухаммедкалы Абулгазиева, который незамедлительно прибыл на место трагедии, это могла быть ошибка пилотов. Погодные условия позволяли приземлиться, но первая попытка посадить самолет была неудачной, и командир судна принял решение пойти на второй круг. Агентство гражданской авиации, в свою очередь, просит все министерства и ведомства страны воздержаться от каких-либо комментариев по поводу причин и версий происшествия до выяснения всех обстоятельств и завершения работы комиссии по расследованию. Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате трагедии. Лидеры Казахстана Нурсултан Назарбаев и России Владимир Путин также выразили соболезнования в связи с гибелью людей в результате падения самолета Боинг 747. Завтрашний день объявлен в стране днем траура по погибшим. Крушение самолета не первое в истории Кыргызстана. Авиакатастрофы уже уносили жизни кыргызстанцев. Канал «Онбир» вспомнил самые крупные авиапроисшествия в Кыргызстане до сегодняшнего дня. Начало года обернулось для кыргызстанцев трагичной новостью. В Бишкеке грузовой самолет Боинг 747 компании Turkish Airlines, летевший из Гонконга в Стамбул, потерпел крушение на территории села Дача-Су. По официальным данным, в результате крушения самолета разрушено около 15 домов, погибли 35 человек, в том числе 4 члена экипажа. Вот несколько наиболее известных крупных авиакатастроф, произошедших в Кыргызстане за последние годы.
9 лет назад в районе села Джангджир, в 10 километрах от аэропорта Манас, потерпел катастрофу пассажирский авиалайнер Boeing 737 авиакомпании Itag Air, который выполнял рейс Бишкек-Тегеран. 24 августа 2008 года на борту самолета было 83 человека, из которых 65 человек погибли. Виновными были признаны 2 пилота – Юрий Гончаров и Тимофей Водолагин, которых осудили на 5 лет лишения свободы, но позже якобы они были отпущены в свободу. 17 лет назад в долине Мустор от Башинского района во время эвакуации охотников разбился Ми-8. 15 марта 2004 года спасательный вертолет должен был эвакуировать группу охотников, которые застряли в долине Мустор от Башинского района. Борт забрал около 20 человек, среди которых были граждане США и Канады. Вертолет поднялся в воздух, но по каким-то причинам рухнул вниз. Погибли 2 человека. Годом ранее, 3 мая 2003 года, в селе Чалдавар на севере Кыргызстана взорвался американский самолет-топливозаправщик. На борту находились пилоты Марк Восс и Виктория Пикни, а также техник-сержант Герман Маки. Все они погибли. Обломки носовой части топливозаправщика упали высоко в горах. Сотрудники МЧС нашли фрагменты тел членов экипажа только на следующий день после катастрофы. В том же году, 24 мая 2013 года, в Аксайском районе Джалалабадской области самолет Ан-2 совершал полет над полями, разбрасывая препараты против саранчи. В районе села Катрансай воздушное судно потерпело крушение, находившееся в нем 2 человека погибли. 28 декабря 2011 года в Аше произошло возгорание пассажирского самолета Ту-134. Лайнер загорелся во время посадки. На борту находились 73 человека, в том числе 9 детей. Пассажиров успели эвакуировать, пострадали 19 человек, 2 были госпитализированы. Причину аварии Межгосударственный авиационный комитет установил спустя 7 месяцев. Сложные метеоусловия и невыполнение авиационных правил членами экипажа. Между тем произошло очередное авиакрушение в августе 2006 года. Пассажирский самолет, вылетевший рейсом Бишкек-Москва, при разгоне задел крылом американский топливозаправщик, который только приземлился и не успел сойти с полосы. Несмотря на повреждения, лайнер с 52 пассажирами на борту взлетел и, сделав круг, приземлился. Все пассажиры остались живы. Продолжаем выпуск. Далее. В Саратове готовят документы для отправки тел кыргызстанцев, погибших в ДТП. Всего в аварии погибло 7 человек. В России предлагают отменить обязательное медицинское страхование для всех граждан Евразийского союза. И Генпрокуратура России рассмотрит вопрос выдачи Батукаева кыргызским властям. В Саратове готовят документы кыргызстанцев, погибших в результате аварии на автодороге Нижний Новгород-Саратов. Сообщается, что посольство Кыргызстана в России совместно с родственниками проводят процедуры по опознанию тел. Уже через пару дней тела погибших доставят на родину в Кыргызстан. Напомним, авария произошла ночью 15 января. Грузовик протаранил легковую машину, в салоне которой находилось 4 кыргызстанца, 2 гражданина Узбекистана и 1 таджик. Все они скончались на месте. Предварительная причина аварии – водитель грузовика заснул за рулем. А водитель большегрузного авто не пострадал. Сейчас он задержан и дает показания. Минздрав России предлагает лишить права на обязательное медицинское страхование семьи трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Армении, а также всех мигрантов, которые не работают в стране по официальным трудовым договорам. Такие рекомендации содержатся в письме замглавы Минздрава Дмитрия Косенникова. Письмо было направлено в Минтруда, Министерство иностранных дел и другие ведомства России. О том, с какими трудностями могут столкнуться мигранты, расскажет наш корреспондент Мерим Мадамбекова. Мерим, скажите, какая категория граждан исключается из списка бесплатного медицинского страхования? Для каких граждан распространяется данное нововведение? Да, спасибо, Назик. Для экономии средств в системе обязательного медицинского страхования Минздрав России планирует лишить трудовых мигрантов права на ОМС из стран Евразийского экономического союза. Это Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении, а также всех мигрантов, которые не работают в стране по официальному трудовому договору.
Такие рекомендации содержатся в письме от замглавы Минздрава России Дмитрия Костянякова от 21 ноября 2016 года, в котором приводится, что для начала необходимо внести некоторые изменения в договор о Евразийском экономическом союзе. По этому договору трудовые мигранты из Кыргызстана, Беларуси, Казахстана и Армении, их семьи имеют такое же право на получение бесплатного медицинского страхования. И россияне, наоборот, приехавшие работать в страны ЕАЭС, также имеют право на бесплатное получение медицинского страхования. Минздрав просто предлагает изменить формулировку так, чтобы получилось так. Обязательному медицинскому страхованию подлежат граждане государств, членов ЕАЭС, работающие в государстве на основании трудовых договоров. При этом все другие категории граждан, мигрантов и их члены семей из системы ОМС исключаются. Кроме семей мигрантов, из системы обязательного медицинского страхования могут исключить и неработающих граждан России, а это порядка 80 миллионов россиян. Также в эту категорию граждан входят и дети, пенсионеры и инвалиды. Вот Кыргызстан с вступлением в ЕАЭС должен был получить возможность на бесплатную медицинскую страховку. С чем связано предложение отменить эту норму? Ведь это нарушает договоренности в рамках ЕАЭС. Ранее мигранты из стран-участниц ЕАЭС не могли получить бесплатную медицинскую страховку. Однако в конце октября Минздрав России издала приказ, согласно которому с 1 января 2017 года мигранты в России и стран ЕС могут воспользоваться всеми возможностями страховки по договору ЕАЭС. В 2016 году около 10 регионов России испытывали постоянные затруднения по уплате взносов на неработающее население. На данный момент разрабатывается законопроект, согласно которому неработающие без уважительной причины люди должны будут платить налог на пользование медицинской инфраструктурой. Согласно системе ОМС, работающие платят взнос из своей зарплаты, за неработающих платят взносы их регион. И о том, насколько правомерны действия Минздрава Российской Федерации, рассказал национальный программный координатор Международной организации по миграции Нурбек Омуров. По отношению к самим мигрантам это, конечно же, несправедливо, потому что они вносят вклад в систему соцобеспечения Российской Федерации. Соответственно, они должны получать определенные блага от этого. Надеюсь, Кыргызстан в состоянии будет защитить эти именно пункты соглашения во время встреч на уровне глав правительств, на уровне глав государств в рамках данной платформы. И в заключение Генпрокуратура России рассмотрит вопрос выдачи Азиза Батукаева Кыргызстану. Такое решение было принято в ходе встречи генерального прокурора Кыргызстана Индиры Джулдубаевой с российским коллегой Юрием Чайкой. Джулдубаева добавила, что у властей Кыргызстана твердая позиция требовать дальнейшую выдачу Азиза Батукаева для приведения приговора Кыргызского суда в исполнение. Напомним, криминального авторитета выпустили 9 апреля 2013 года из Нарынского СИЗО номер 4 на основании заключения медиков, которые подтвердили у заключенного рак крови. В тот же день Батукаев вместе с родственниками покинул Кыргызстан, вылетев чартерным рейсом в Грозный. По информации Генеральной прокуратуры России, в настоящее время Батукаев продолжает отбывать наказание в одном из исправительных учреждений Чечни. На этом наш выпуск завершен. До свидания.